27 декабря 2024 года. Джалалабад, Кыргызстан. Историческое событие, открывшее новую эпоху в развитии транспортной инфраструктуры региона. Дан старт строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. И заложен ее первый камень. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан – это не просто транспортный коридор, это важный стратегический мост, который свяжет страны Востока и Запада. Железная дорога начинается в Кашгаре-Суар, входит в Кыргызстан через перевал Торугард, затем идет на запад до пограничного города Кыргызстана Джалал-Абад и заканчивается в восточном городе Узбекистана Андижан. Общая протяженность линий составляет 522,94 километра. Из них 155 километров в Китае, 304,94 километра в Кыргызстане, 63 километра в Узбекистане. На территории Кыргызстана однопутная линия на тепловозной тяге с перспективой электрификации. Проектная скорость 120 км в час. Имеются 20 станций, в том числе пограничные станции Торугард и Джалалабад, также погрузочная станция Макмал. Строительство этой железной дороги ускорит экономическое развитие страны. Реализация проекта укрепит роль Кыргызстана как транзитного узла на Евразийском континенте. Ожидается значительное увеличение объемов грузоперевозок. После завершения строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан данная линия станет самым коротким сухопутным коридором между Китаем и Центральной Азией и новым альтернативным железнодорожным транспортным маршрутом из Азии в Европу и страны Персидского залива, что имеет большое значение для укрепления взаимосвязи и торгово-экономических связей между странами вдоль линии и в целом всего региона. Запуск строительства проекта будет значительно способствовать развитию местных индустрий, таких как строительная техника, строительные материалы, а также будет способствовать увеличению рабочих мест. Важную роль в развитии железных дорог Кыргызстана сыграл Исхак Разаков, вдохнув в эту сферу новую жизнь и подчеркнув ее стратегическое значение для страны. Спустя многие годы застоя строительство железных дорог получило новый импульс благодаря инициативам президента Садыра Джапарова, который начал реализацию новых проектов в этой области. Эти шаги направлены на улучшение транспортной инфраструктуры страны, а также на укрепление международных торговых и логистических связей.